От 30 до 40% населения имеют антитела к коронавирусу, однако заболеваемость будет расти до тех пор, пока иммунитет не выработается у 70% населения. Такой прогноз дал академик Российской академии наук Виталий Зверев. Обсудим ситуацию в Башкортостане прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами Науфаль Загидуллин, профессор, руководитель проектного офиса по прогнозированию коронавирусной инфекции. Науфаль Шамилевич, здравствуйте. Добрый день. Согласны с мнением Виталия Зверева, академика РАН? Возможно, это так, но с нашей точки зрения процент переболевших несколько меньше. Это где-то 10-15% населения. Ну вот и по данным, например, которым мэр города Москвы Собянин говорил, то есть около 20%. То есть, но это уже большая цифра. Если наша республика это 4 миллиона человек, то там 25% это будет 1 миллион, что, конечно, многовато. В принципе, скорее всего, это вот 10-15% и есть. Как развивается коронавирус в Башкортостане, вот начиная с весны? Какую картину вы увидели? Коронавирус медленными темпами в связи с введением своевременным карантина достаточно медленно рос, начиная с марта, в основном с апреля, вот после известных событий в больницах. Он начал расти медленными темпами и достиг где-то максимума в конце июня, в начале июля. Это были максимальные цифры заболеваемости, и с начала августа цифры заболевших, они достаточно значительно упали. Но после 1 сентября, после того, как дети стали ходить в школы, люди, которые съездили на отпуск в южные города или какие-то другие города, они стали приезжать и привозить коронавирус, что привело к так называемой, это не вторая волна, это так называемый автошок. Вторая волна, мы бы говорили о второй волне тогда, когда почти прекратилась бы первая волна, но она не прекратилась, поэтому такая вот локальная вспышка идет именно сейчас, в сентябре-октябре, после замедления вот в августе. Как вы оцениваете обеспеченность коечным фондом, медикаментами? Это с начала весны постоянно уделяется этому внимание. Что сейчас происходит? Да, в нашей республике особенность в том, что, конечно, очень много сделано Минздравом и правительством, и введение новой больницы инфекционной, которая в Зубово, да, то есть это, конечно, дало возможность, что вот практически не было дефицита по койкам. И после определенного стабилизации состояния, вы знаете, что часть больницы начала уже переходить в обычное русло, но сейчас идет уже обратная картина, и уже несколько больниц, те, которые были закрыты, в тех, которых уже стали обычные пациенты лечиться, они опять переходят к ковиду. Ну, то есть такая динамическая обстановка, и, в общем-то, наше руководство вот, нашего университета и республики, Минздрава держит руку на пульсе и гибко реагирует в зависимости от динамики ситуации. Насколько гладко прошло вот это переформатирование с простых больниц на ковид-госпиталя в Башкортостане? Ну, конечно, это не гладко. Этого опыта у никого такого массового заболевания нет. И это не только в Башкирии, не только в России, но во всем мире. Конечно, это было, многие заболели и медработники, но буквально через 1-2 месяца уже был наработан опыт, и в работе вот это, в красной зоне, правильное одевание, использование вот этих защитных систем, и в принципе практически можно сказать, что минимальное количество медработников заболевало в ковидных госпиталях. Как ни странно, больше заболевали в обычных стационарах, которые не были готовы, например, что данные больные болеют ковидом. Известно, что есть больные с бессимптомным течением, с носительством коронавируса. И к таким пациентам вот, в обычных госпиталях гораздо сложнее подготовиться, чем именно в ковидном центре, где врачи, когда и медперсонал идет, они уже знают, что они идут к заболевшему человеку. Мы знаем, что в Башкортостан поступила первая партия вакцин от коронавируса, там несколько десятков, да. Вот в первую очередь будут вакцинировать именно бюджетников. Скажите, пожалуйста, о каком необходимом количестве для нашей республики идет речь, сколько нужно вакцин и, получается, когда можно ожидать ее поступления? Вообще, как это будет происходить? Ну, здесь я не могу вам такие подробности сказать, я все-таки больше ученый, больше мы занимаемся прогнозированием, но в принципе, наверное, я бы сказал, что не бюджетники, а те люди, которые, группа риска так называемая, то есть это врачи, конечно, это учителя, те, которые люди контактируют с большим количеством людей,
людей, и которых невозможно, например, отправить на дистанционное обучение, и в критически важных отраслях, таких как и военные, и операторы, например, для данных людей, конечно... Сферы, где безопасность должна быть. Да, прежде всего это должно быть и те, у которых контакт очень большой с потенциальными больными. Вначале будет, конечно, эта группа населения, и затем уже будут прививки идти. Но вот считается, что, я не говорю про коронавирус, но в принципе при любой вирусной инфекции считается, что если 30-40% населения привито, то практически инфекция, эпидемия не исчезает, она очень сильно замедляется. Насколько коварно это заболевание, коронавирус? Действительно, оно очень коварное, и не случайно долгое время не могли понять, оно поступает, здесь очень высокая вирулентность. Что это такое? Вирулентность – это возможность заразить другого человека. Да? То есть тот, который носитель, он очень легко может заразить, буквально несколько минут контакта вполне достаточно для того, чтобы заразить. И вирусы, они не летают сами по себе, они как бы прикрепляются к слюне. И вот когда при такое облако, когда человек говорит, вот этому при вдыхании можно заразиться. И его вирулентность, возможность заражения гораздо выше, чем при обычной вирусной инфекции. Поэтому такое течение прям молниеносно пошло по всему миру. Вы знаете, вот мы выходили в рейд с Центром безопасности населения уфимским и смотрели, насколько вообще соблюдается масочный режим. И только один человек из 50 находился в маске. Как вы считаете, почему такое отношение у простых граждан, которые ходят на улице, даже не задумываясь о том, что, вот как вы говорите, вирулентность большая и очень большой риск заражения? Ну, есть здесь несколько моментов. Первое, это теории заговора, которые появились, что якобы чуть ли не ковид придумали люди, какие-то фирмы, которые производят. Ну и, в принципе, вы знаете, такое всегда в населении негативное отношение к какой-то официальной информации. Это первое. Второе, просто-напросто люди устали. Конечно, это очень... Может быть, мы, врачи, привыкли ходить в масках, соблюдать этот режим, но для простых людей это не так-то просто. Конечно, это определенная гипоксия, нужно маски менять каждые 2 часа или респираторы. Это немножко утомляет, и в принципе за полгода люди, конечно, уже устали и захотели такого определенного отдыха. Но вот заболевание очень коварное, и сейчас вот с приходом вот этого автошока, да, или в нового возрастания количества, конечно, опять это все нужно приводить информированию людей, нужно обязательно носить маски. Я могу такой пример привести. Например, человек не болеет, и он встречается с носителем коронавирусной инфекции. Подсчитано, что вероятность заболения, и, например, на расстоянии где-то полметра я нахожусь от вас. И если вы носите маску, то в этом случае вероятность заражения около 40%. Если вы носите маску, то вероятность снижается где-то до 20-22%. Если тот больной человек еще носит маску, то есть вы оба носите маску, вероятность заражения снижается до 3%. То есть за счет 2 масок можно снизить с 40% до 3%. Вот такая эффективность. Но до сих пор, к сожалению, люди не верят. И многие носят на подбородке, не меняют маски. Конечно, это нужно этим заботиться. Это прежде всего ваша безопасность, наша безопасность и возможность каждого конкретного человека ограничить распространение инфекции. Ну и как же достучаться до этих людей, до всех? Ну, здесь много мер. Это, с одной стороны, метод кнута и пряника, то есть нужно, конечно, и контролировать, и какие-то там и милиция, и наши силы безопасности должны к этому. Но, с другой стороны, информирование, вот не зря мы с вами общаемся, через работодателей, через средства массовой информации, газеты, журналы. Все это должно быть задействовано для того, чтобы люди, конечно, более внимательно относились
к своему здоровью. Очень много, вот, и, наверное, у каждого есть родственники, знакомые, кто или переболели, или даже умерли, или какие-то получили осложнения в результате вот как раз коронавирусной инфекции. Когда вот такое происходит, люди начинают совсем уже по-другому относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Ну, Фальш Рамилевич, правильно ли я понимаю, что все доклады, которые по прогнозированию готовятся вот вашим проектным офисом, они отправляются и в Минздрав, и в правительство, да, и в администрацию главы? Как часто это делается, и вот как это работает? Вы, как ученые, предоставили информацию, что происходит дальше? Ну, вот наша работа офиса была, в принципе, мы работали где-то до конца мая. И там один раз в неделю мы предоставляли действительно данные в Минздрав, в правительство республики для выработки определенной тактики. Ну, затем мы уже, в общем-то, перешли это к более таким научным исследованиям. И сейчас вот несколько у нас проектов с международной коллаборацией с учеными Бразилии, Китая, Индии запланированы. Мы подали на гранты по изучению как раз коронавируса, по его распространению, использования нейросетевого моделирования, математических инструментов совместно с авиационным университетом. Вот по инициативе ректоров двух медицинского университета Валентина Николаевича Павлова и ректора авиационно-технического университета. И мы вот уже больше переходим такой в научную сферу для того, чтобы понять, как предотвратить, какие могут быть осложнения коронавирусной инфекции. Так что именно вот прогнозированием это у нас было с конца марта по конец июня. При общении с представителями других государств картина отличается? Ну, в каждой стране немножко по-разному. Вот в Китае они ввели очень жесткий карантин, вы знаете, такой жесточайший. И, в принципе, они очень сильно, они прекратили практически развитие. В Бразилии, вот наши коллеги, с которыми мы вместе подавали на научные, они ученые, у них, конечно, очень большое тоже распространение и достаточное количество жертв и смертей. Вот. Так что вот в мире очень сильно различается вот эта картина. Ну, в принципе, везде, конечно, много болеют и люди умирают. Сама по себе вот эта смертность, в принципе, она получается примерно одинаково. Примерно одинаково во всем мире, ну, там плюс-минус сколько-то процентов. Вот. Вирус не выбирает, какой религии, расы или континента. Он там, где есть люди, там есть и коронавирус. Ну, Фальш Рамилевич, и в завершение нашей программы ваши рекомендации зрителям. Ну вот для того, чтобы прекратить коронавирусную инфекцию, мы должны базироваться на нескольких столбах. Первое – это личная гигиена, это профилактика, ношение масок, санитайзеров, там, где нужно, там, где контакт есть, перчатки, может быть, как бы даже волосы нужно убирать. Второе – это лечение, да, но это больше к Минздраву. Сейчас, вы видите, появляются препараты от коронавируса, которые в том числе вот проходили испытания в клинике БГМО, которые сейчас появились, вот они проходили исследования в ковидном госпитале клиники БГМО. Третье – это появление вакцины, да, то есть вот те 30-40%, которые говорили, может быть даже 70%, как говорил академик, можно достичь не обязательно переболев, а получив вакцину против коронавируса. То есть часть переболеет так или иначе, к сожалению, а часть получит вакцину. За счет этого мы получим критическую массу людей, которую не позволит дальше распространяться. Не нужно смотреть на других, прежде всего нужно думать о себе, о своих близких, и стараться предотвратить еще. Постоянно мы встречаемся с ситуацией, когда человек болеет, есть температура, он это скрывает, ходит на работу. Конечно, подумайте прежде всего о себе и о своих близких. Нужно, если что-то такое возникает, обратиться с медицинским специалистом, к врачам, к медсестрам, которые помогут, подскажут, где лучше обследоваться, сделать диагностику, ну и, если при необходимости, получить лечение. Ну и если коротко, вот упомянутый академик РАН Виталий Зверев сказал, что победа над COVID-19 будет к концу 2021 года. Согласны с этой точкой зрения?
Я думаю, что окончательной победы нету. Ну, во-первых, этот коронавирус надолго с нами, но я думаю, что окончательно действительно пару месяцев нужно для того, чтобы коронавирус, вот, в общем, затух, так скажем. Но боюсь, что и даже на следующий год будет периодически где-то в тех группах населения, где он никогда не был, да, например, случайно не попадал, может, какие-то поселки, может, маленькие города, да, в группах определенных населения периодически он будет встречаться. Но это будет уже эпизодически, и уже у человечества, у медицинского сообщества выработаны технологии, выработаны алгоритмы для лечения уже данных пациентов. Спасибо большое, Науфаль Шамильевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был профессор, руководитель проектного офиса по прогнозированию коронавирусной инфекции Науфаль Загидуллин. Оставайтесь на БСТ.